Вообще, что такое сетчатый протез? Да, если на него посмотреть, это действительно сеточка такая, очень легенькая, тоненькая. У нее есть свои поры у сетки, да. То есть они, таким образом сконструированы, чтобы они были прочные, тем самым биосовместимые, то есть на них не было реакции отторжения, да, чтобы не могли туда прикрепиться и начать размножаться бактерии, потому что это инородный материал, который, да, вживляется в собственные ткани. И нити, из которых эта сетка сконструирована, она является полипропиленом. Сейчас это достаточно тонкие нити используют. Раньше они были толще, они были плетеные. Сейчас исследования, да, показали, что вот такая тоненькая нитка и не плетеная, то есть не скрученная из нескольких, она не дает бактериям прикрепиться, да, туда между этих плетений, а также имеет значение размер вот этих вот пор. Раньше сетки были более мелкими порами, сейчас Мелкопористые. мелкопористые, сейчас они все более и более крупнопористые, да. То есть, установлено, что пора, менее 75 микрометров, да, нежелательно для тазового дна, потому что туда могут проникнуть бактерии, но иммунным клеткам, такие как макрофаги, нейтрофилы, которые борются с воспалением, они достаточно крупные, и в мелкую пору они проникнуть не могут. Но вот так в крупную они очень хорошо попадают, и даже если попали бактерии, они их уничтожают.